На заседании правительства Коми подвели итоги отопительного сезона. В целом, зимний период прошел в установленном порядке, но без аварий не обошлось. Всего было зафиксировано 749 сбоев. Самая крупная авария на теплосетях произошла в Печоре в канун Нового года. В зиму без паспортов готовности зашли 5 муниципальных округов. Дарья Вологжанина о работе над ошибками. Отопительный сезон 2021-2022 года начался вовремя и без срывов. Однако пройти его, как говорится, без приключений не удалось. 749 – столько за отопительный сезон произошло технологических сбоев и инцидентов в работе систем коммунальной инфраструктуры. И если в целом на сетях отопления и водоснабжения число инцидентов уменьшилось, то на электросетях выросло – 455, на 140 больше, чем годом ранее. Один из резонансных случаев произошел в новогодние праздники в Сыктывдинском районе. В минус 30 без света и тепла остались жители Зеленца, Кайтыбожа и Парчига. Благо, аварийные службы сработали оперативно. Электросети восстановили меньше, чем за сутки. Хотелось бы отметить, что руководством Россети Северо-Запад Коми подготовлена программа повышения надежности. И вот те климатические, так скажем, изменения, которые у нас были на текущей неделе, связанные со снегом и ветром, я ожидал, если честно, прироста аварийности, но исходя из того, что не было, предполагаю, что уже наши энергетики перешли к практической фазе реализации тех комплексов мер, которые направлены на повышение надежности. Грядущий отопительный сезон – возможность исправить ошибки. Аварии необходимо ликвидировать летом профилактически, а не в условиях суровой зимы. В новый отопительный период все муниципальные образования должны вступить с паспортами готовности. Готовы должны быть в первую очередь теплосети. На это, конечно, нужны немалые средства. При этом задолженность потребителей перед ресурсниками за ЖКХ больше 8 миллиардов рублей. 4,4 из них должно население. В сравнении с прошлым годом сумма сократилась на 21%. Необходимо отметить, что положительную динамику в уровне собираемости платежей и услуг населения по состоянию на 1 января 2022 года средний уровень собираемости у нас составил почти 91%. Что также считаю заслугой как и правительства, так и ресурсников, которые ведут разъяснительную работу с населением о том, что все-таки за услуги надо платить. Подняли вопросы о переводе мазутных и угольных котельных на биотопливо. Распоряжение об этом глава Коми давал еще 2 года назад, но работа идет медленно. В планах перевести на брикеты и модернизировать еще 69 котельных. Необходимо поддержать местных производителей в условиях санкций, которые в достаточном объеме выпускают экологичное топливо, чтобы обеспечить им республику. 2 года назад, когда я начал давать эти поручения, основная миссия их была в том, что мы должны перейти на внутрикорпоративный продукт и оставить всю маржу в республике. И это, по-моему, всем абсолютно должно быть понятно, потому что когда мы покупаем уголь, да, мы угольная республика, но уголь покупаем весь топочный, а тем более, когда мы покупаем мазут, да, то есть не производя мазут, значит, мы деньги отдаем на сторону. И это неправильная история. Мы всю маржу отдаем в другой регион. Руководитель региона отметил, что людей, которые саботируют распоряжение, необходимо менять. Тем временем в повестке заседания правительства Коми еще одна тема – комплексное развитие территорий. Один из пунктов – развитие арктической транспортной системы. Планируется строительство автодороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар. Она соединит НАУ и нашу республику. Развиваются и городские, и сельские территории. До 2025 года в Коми появится целый ряд социокультурных объектов. Несколько ФАПов построят на территории Усинска. В Колве появится дом культуры, в Каджироме пожарное депо и поликлиника. А сейчас идет голосование за проекты по федеральной программе «Комфортная городская среда». В рамках федеральной программы комфортной городской среды предусмотреть 3 благоустройства. 2 в Усинске и 1 в Печоре. При этом Усинск молодец, один из лидеров по голосованию, который у нас сейчас идет за объекты комфортной городской среды. Печора, извиняюсь, в аутсайдерах только сегодня добрала до необходимого количества голосов. Глава Коми Владимир Уйба отметил, вектор надо брать на благоустройство дворовых территорий. Большинство из них находятся в удручающем состоянии. Завели нас люди во дворы, потыкали носом нас в эти перекореженные площадки, в вспученный асфальт, который там был положен нашими предками в 60-х годах прошлого столетия. Ну и, в общем, нас постыдили.
Работа по комплексному развитию территорий позволяет решить ряд важных задач, начиная от вопросов переселения, заканчивая развитием инженерной и транспортной инфраструктуры. Откладывать эту работу нельзя, призвал глав муниципалитета Владимир Уйба. Кстати, теперь в Коми начнут оценивать эффективность работы администраций городов и районов на платформе госуслуги «Решаем вместе». Методику оценки разработают до конца месяца. Решение вызвано неудовлетворительной работой ряда муниципалитетов с сообщениями жителей. Но стоит отметить, что Коми в десятке лучших в стране по работе сервиса. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.